Вадим, привет. Привет. Ты сказал, что к тебе можно обращаться на «ты», поэтому когда ты решил удариться в активиста? С человеком либо что-то должно случиться, чтобы он стал чем-то заниматься, да, либо он с чем-то должен столкнуться. У меня ни того, слава богу, не было. Я как-то с детства был таким. Я всегда выражал свою гражданскую позицию. Я всегда был такой, с детства. Я в 5 школах учился, из 3 театров уходил, зарплату не забрав. У меня очень сложный характер. Ну, я живу с ним в гармонии. Я из тех людей, которые, если будет знать, что весь мир тебя хвалит и рукоплещет, а ты считаешь себя гадом, я себя сгною. И в то же самое время мне плевать на мнение всего мира, если я буду знать, что я прав. Все, что нам дал Всевышний, право выбора. Вот перед каждым человеком это право выбора встает. Передо мной в один момент тоже встал, и я принял то, что я принял. И вот, понимаешь, как в «Матрице», съешь одну таблетку, забудешь все, съешь вот эту, никогда не будешь жить как раньше. Я съел вот эту, это был мой личный выбор. И этот выбор приняли очень многие, которые пошли вот за нами, там рядом с нами встают. Нет, я знаю одно, закон здесь каждый из нас. Рядом со мной сейчас встают люди абсолютно разных профессий. То есть им нужно задать точно такой же вопрос, который ты задала мне. С чего вы начали свою общественность, да, там? И они тебе ответят, им надоело. Мы сами выйдем, выйдете вы, выйду я, выйдет он и многие другие, кто действительно этого хочет. Если вы нас уже элементарно, как немцы в газовых камерах топите, так давайте уже скажите, и мы за свое будем стоять до конца. Но наша задача артистов, это не как вот в начале нашего разговора общественная. Да нет, я мечтаю вернуться на сцену. Понимаешь? Я очень сильно мечтаю заняться тем, что я люблю. Лечить души людей через искусство, через культуру и так далее. Я занимаюсь сейчас вообще не своим делом. Я ненавижу каждый день, который вот сейчас в моей жизни происходит. Я устал приезжать каждый раз в новую республику. У меня началось же все вот с того, чем я занимаюсь, с творчества, с культуры с моей. Когда ты видишь, что там уничтожаются архивы и так далее, когда все музыканты подходят, просят тебя помочь, но сами не могут, там, ну бардак, в общем, полный. И у меня просто сложилось в один момент впечатление, как будто я каменщик неплохой, и где-то вот стены людям строю, дома возвожу, пользуюсь авторитетом как каменщик. Но приезжая к себе домой на побывку, я каждый раз вижу дырки в потолке, где моя семья спит. А я каменщик. И у меня дом в дырках, без крыши, без забора, без ничего, скоро разрушится и даже печки не останется. А я каменщик, кому-то где-то стены возвожу. Я себе просто в один момент сказал, я могу сотни лет возводить кому-то стены, потому что весь мир будет возводить эти мировые стены. Ко мне никто не приехал до сих пор. С какой совестью я должен дальше кому-то петь песни, возвышать чью-то культуру, не чужую, а мировую даже, а мою даже знать никто не знает. И обидно, что национальной культуры у нас уже практически нет. Но танцы госансамбля «Алан» 44 года не меняется программа. О чем можно говорить? О чем можно говорить, если пока я не стал запускать везде слух, что я сейчас буду оперу Коста ставить, в Осетии появилась опера Коста, лишь бы нас опередить. И мне вот вас опередили, да нас не опередили, это мы специально так сделали. У нас нету денег ставить оперу Коста, я бы никогда ее не поставил. Все, что я мог, это везде в интервью нагло врать, что я буду ставить оперу Коста. У меня была цель, чтобы кто-то меня хотел опередить и поставил ее. И слава богу, уже в Мариинке была опера Коста. Ну давайте все вспомним, что недавно нам говорили, что это не уровень Чайковского и Вагнера. Но есть же это, ну все. Скоро мы ставим, кстати, начинаем ставить оперу Азал, оперу Фатима начинаем ставить. Очень скоро вывозим это все. Феликса Алборова начинаем вывозить, сейчас всю осетинскую классику мы вывозим, на гастроли вывозим, да, все готово, декорации делаем, все будет у нас. Осетинскую культуру скоро узнает весь мир.
Вот так вот приходится, Где понимаешь? билеты покупать? В небесных кассах, видимо. Власть, она меняется постоянно. И вот нынешняя тебя возвела в категорию революционера, да? Только Почему из-за предыдущие не обращали на тебя такое внимание? Мудрее были, наверное, не знаю. Ну, я же до этого высказывался против министров и так далее. Ну, просто, наверное, тогда я тесных с ними контактов не имел. А сейчас заимел именно тесные контакты. Ну, я несколько месяцев здесь просидел, и на предложение там работал. Я сказал, я не за деньги это все делаю, я делаю это все за родину. А можно сказать, что тебя пытались, ну вот, купить, грубо говоря, ну вот всякими предложениями? Последнее время, да. Знаешь, есть такая поговорка, сначала тебя не воспринимают, потом над тобой смеются, потом с тобой и так далее, и так далее. Вот сейчас на предпоследнем они уровне. Они сами по нему идут. Последним было сейчас там подождать до лета каких-то там должностей. Ну, я очень, правда, меня пора. Люди реально думают, что вот мне нужна власть. Люди реально думают, что я куда-то там, ну вот Саш нажага. Блин, он не зря людям помог. Что-то он там, блин, не бывает такой. Власть, министром культуры хочет. А если бы? Почему? До этого, думаете, кто-то не предлагал? Вы думаете, одна власть есть и в стране, и в Осетии, вот одна здесь что-то рулит? То есть предлагали министрам Да культуры? очень много людей, которые имеют больше власти и возможностей, просто вы их не знаете и не видите. Ну и ты думаешь, что ты ничего не сможешь сделать? Я будучи на этом уверен посту? в этом, что я ничего не смогу сделать, потому что я артист. Если бы кресло Министерства культуры, вот меня Кудзаев к этим мыслям привел, Казбек, если бы кресло министра культуры находилось бы на сцене, я бы с удовольствием бы его возглавил, понимаешь? Но мое место на сцене, пока я это могу. Вот когда мне будет лет 50-60, я буду мудрый, понимаешь, хотя бы менеджер, что сегодня и нужно в Министерстве культуры. Я бы согласился. Но я что забыл в кресле министра, если я не министр, если я артист? Я инициатор, я идеолог, я не практик. Ну ты же можешь себе нанять менеджеров вокруг себя. Зачем? Потому что идея это все-таки Зачем? важнее, чем Если ее я организовать. хочу стать рядом с грамотным министром культуры и как артист приносить больше пользы для своей родины. Но если, как ты говоришь, ты не видишь грамотного министра культуры, Я да? зачем должен его видеть? Его же не существует на данный момент. Как его не существует? Грамотный министр культуры Абсолютно. существует? Конечно, существует. Где? Почему нет? Вот я бы за Алана Кукаева, к примеру, проголосовал бы. Только потому, что я видел, какую работу он проводил в АМС по культуре. Но он же ушел с этой должности. А знаешь, почему ушел? Почему? Ну, не знаю, простит он меня за это или нет. Мне парень сказал, столько денег, сколько там платит, мне не хватает, чтобы я женился и жить стал, как полагается молодому человеку. А воровать я не могу и не умею. Фадана фада фышта хашта. Тажмагутта вишабр. Каждых фасарта емагур. Махуман алкашамда фашта. Именно после этих слов я уверен, что этот человек должен быть там. А я рядом стоять с ним. И мне не важно, что кто из нас младший или кто из нас старший. Я обязан стоять с ним рядом. Понимаешь? Потому что у него есть силы. У меня их нет просто. Я могу... А желание у него у самого еще есть? Вот вы же знакомы. Понимаешь, Алан из тех людей, мы с ним похожи в том. Мы не из тех, кто будет выполнять чьи-то указания, если мы с ними не согласны, если они будут идти вот во вред. А должности министерства, ты не имеешь много своего. Вот любой человек, который вот сейчас вот говорит, а он министром культуры ходит, а он это хочет. Они не понимают, о чем говорят. У министра культуры вот такой размах крыльев, понимаешь? Я сейчас сам не знаю, сколько и какой размах моих крыльев, и в какую сторону я могу лететь. Я могу лететь над любой головой, в любую сторону. Я свободный человек. Я артист. У министра культуры нет таких возможностей. Это медийная личность, он должен там присутствовать, здесь это подписал. Приказ пришел, попробуй, это приказ Москвы, все, ты министр культуры, ты деньги получаешь, там сидишь. В Инстаграме «Молодежь Осетии» к тебе обратилась, записала целое видео. Один из людей позволил себе сделать высказывание от лица всей молодежи Северной Осетии Аланя. В своем выступлении он позволил оскорбить наших старших, оскорбить наши фамилии, оскорбить наши дела, наши поступки. В своем выступлении он призывал к крови. Но мы сегодня собрались здесь
для того, чтобы сказать, что есть и другая точка зрения. За моей спиной стоит молодежь Осетии, та ее часть, которая так не считает. Там, по-моему, возникло какое-то недопонимание. Вот можешь рассказать об Наоборот, этом? у нас полное понимание. А в итоге полное? Конечно. Мгм. А началось все с чего? Я понятия не имею, с чего все началось. Мне как-то утром позвонили, сказали, что нас всех собирают здесь, Рустем Келихсаев, там вот всех сгоняют на «Спартак», против тебя акцию делать. Я смеялся, я не поверил, правда, я очень смеялся. Сказал, что это какой-то утренний развод. Потом мне стали звонить опять, ну, они же зовут моих товарищей тоже, они же не знают, что все звонят, я их всех знаю, все меня, ну, очень хорошо со мной общаются и так далее. Мне все говорят, ну, представляешь, сейчас мы когда пришли, узнали, за чего нас собрали, сказали, что дебилы, мы вообще-то вообще-то дружим, развернулись и ушли. Ну, кто-то остался. Но я имел и разговор с теми, кто остался. Я понимаю только то, что они не по своей воле это сделали. Каждый из них? Да. Ты реально думаешь, что кто-то из них сказал, пришел, давайте мы сейчас... Ну, они очень убедительно говорили, да. И стояли На с камеру, такими да. серьезными лицами довольно-таки. Да, а с глазу на глаз с опущенными глазами. И каждому из них я сказал, что можно было бы вообще-то перед этим прийти и хотя бы пообщаться. У нас вообще-то еще и вообще знакомые есть, город маленький и так далее. Я единственное, что я их понимаю только из-за того, что их заставили это сделать. Они там работают, это члены парламента, там какие-то депутаты и так далее. Ну тут даже... Что ты делал 21 октября, воскресенье? Вот как ты проснулся? Как прошел вообще твой день? Ну, он начался как и у всех. Слушай, я еду, смотрю, что-то не то. Время прошло уже, ну и дымит, ну и дымит. Ну а я привык, что у нас рядом со спутником есть гречиха какая-то, на какие-то поля их часто выжигают, чтобы они там сгорали. Вот почему-то, ну и дымится. И мне звонят, и все, где ты, что ты, друзья? Я говорю, что такое? Мне скидывают видео, как мы в пробке стоим вообще. В общем, я домой, в общем, картина так, скажу быстро. У меня отец, он не ходит, он не видит, он дома постоянно. Вот когда мне стали скидывать, мне говорят, электроцинк горит, катастрофа. Сегодня утром электроцинк нас, как обычно, радует. Ну, представляешь, еще видео «Бегущего города», сколько жути на меня нагнало. А я вот так перезваниваю, я говорю, я извиняюсь, говорю, конечно, ребята, но мне одному убежать. Я положил трубку, сел вот так около себя дома, вот так во дворе, смотрю вот так наверх и понимаю, что я отсюда не сдвинусь, потому что мой отец здесь. Я сдал билет и сказал, что после того, как я за руку отца держал и понимал, что если умирать, то с музыкой и вместе, я никуда отсюда деться не могу, я никуда больше не поеду. Я на эту площадь пришел сам, лично. Один. Я же, вы помните публикацию, я сказал, что я туда иду. Я сказал, что я иду на площадь гулять. Все, кто хочет присоединиться, буду рад видеть. Единственное, там были провокаторы там, и так далее, вот, которые там, каким-то образом кто-то стал орать: глава, выходи, выходи, выходи. Все тоже думают, что это мы сделали. Нас не было в этот момент на площади. Вот меня и еще некоторых моих друзей куда-то кто-то дел. Но тот, кто его вывел, он сделал еще лучше нам. Понимаешь? Там было какое-то рода единение и так далее. И мы зачем туда пришли, лично я, понять, они встанут на нашу сторону, закрыть этот ад или нет. Встали, все как бы пока идет так, как должно было пойти. Но вот этот момент, когда вот я стоял, и вот там обращение к Путину, да, к примеру, что я хотел объяснить. Уважаемый президент государства Владимир Владимирович Путин, услышьте нас. Мы тот контингент людей, которые всегда голосовали и выбирали вас. И закройте нам этот электроцинк. Этот электроцинк. Я голосовал за... Давайте честно, здесь никто за вас не голосовал. И не будет никогда за вас голосовать за вашу. Единственное, что я, я сказал, не надо было говорить, это то, что я обобщил.
то, что здесь никто за него не голосовал. Но чуть-чуть из контекста надо что-то все-таки добавить, да? Что если бы я стоял вон там, а камера вот здесь, да, я бы вышел бы и что-то тут стал бы говорить, это было бы еще понятно. Но я стою, на меня смотрит камера, человек начинает обращаться к главе государства. Объясню вот с вашей помощью, да, вот эту ситуацию хочу обрисовать. С этим Александром Багаевым мы не были знакомы до этого мероприятия. Физически я его знать не знал. Первый раз я этого парня увидел, мне кто-то прислал видео в Фейсбуке, что вот он стоит, и вот мы поддерживаем Вадима, завтра идем тоже гулять. Это я его первый раз в жизни увидел. Все-то сейчас думают, что мы с ним как-то до этого сговорились и всю эту акцию провели вот вместе, что это была вот акция целая, нас кто-то проплатил, чуть ли не с ума сойти. Я правда ни за кого никогда не голосовал. Но что я имел в виду в тот момент? Что я, вот здесь у меня было, я сейчас спокойно это все расскажу, что если мы всей нацией не можем, вы нас не слышите, что я знаю, что много раз писали на имя главы государства, что мы все Осетии просим всех, закройте завод, он нас травит, что никто не будет за тебя голосовать, ни за тебя, ни за твою партию, и ни за вас всех, раз вы позволяете, что вот здесь такой беспредел. Вот что я имел в виду. И вот СМИ там вот эти, там одни звонят, обожаю Высоцкого, я им ответил словами Высоцкого и горжусь Кому? этим. Вот там мы, представители BBC, там английский канал и такой-то, вот у вас там это. Им интересно было Путин. Их зацепил, им плевать на электроцинк, на наш завод, а меня задело это, понимаешь? Что мы тут качаем за то, что нас травят, а звонят какая-то, не знаю, как их назвать, какие-то журналистки, понимаешь, их интересно, что я про Путина сказал, понимаешь, что здесь за него не голосуют. А я ей говорю, девушка, у нас катастрофа экологическая случилась. У нас чуть полгорода не поотравилось. Причем, говорили, вас Путин интересует. Я говорю, вас не интересует то, из-за чего я на этой площади там оказался с этими людьми, они за мной вышли. Нет, вот это нас интересует. Я говорю, тогда, говорю, слушайте, как сказал дядя Володя. Она говорит, как? Я говорю, что вопросы к нашему правительству и к нашему государству у нас есть, но с вами обсуждать мы их не намерены. И положил на нее трубку. А ты же мог сказать все, что угодно. Вот, собственно, и объяснить, что ты имел в виду. Да? То, что мог. тебя не слышат. Да. И воспользоваться такой платформой, как BBC. Да? Ну, даже если это русская служба. Понимаешь, BBC было интересно больше про Путина проговорить, а не про заводы электроцинк. Но они бы твою фразу, они бы полностью дали, как если, цитату, ты наверняка. представь, если вот эту фразу перефразировали сейчас вот до такой степени, что там по 6 миллионов просмотров за одни сутки набрало это видео, то ты представляешь, что бы сделала BBC, допустим? Кто-то сейчас выложил, потом удалил, что я отказался от звания заслуженного артиста, а потом передумал. Вот, кстати, к слову об этом. Ты же все еще заслуженный... Объясните мне, если я публично отказался, я, наверное, публично должен сказать, что я передумал отказываться. Несколько лет назад мне вручили звание заслуженного артиста вот этой республики. И вручали, видимо, такие же, как вы. Вот очень хочу передать вам это звание и сказать, что мне стыдно быть заслуженным артистом вот таких вот, как вы. Я честно вот скажу, вот при всех говорю, я думал, что процедура, мне всего лишь в Москве такое вручил на сцене грамоту. Вот она у меня где-то в Москве, где-то у тестя, где-то там на даче лежит. Где-то я даже ее с тех пор не видел. Клянусь, я считал, что звание, кто выдает, он не обязан тебя лишить этого звания. Они же выдают, Министерство культуры. Клянусь, я был уверен до сих пор, что от меня достаточно публично сказать, что я отказываюсь. Неужели кто-то думает, что я после того, как публично отказываюсь от чего-то, я где-то буду писать, что я заслуженный артист? По факту ты им остаешься. По факту подстаюсь только потому, что Минкульт меня должен лишить звания. Господи, вот я не вру, спросите даже, дай Бог, у людей, которые об этом знают. Я не хотел даже этого звания. Я не хотел, меня уговаривали, чтобы я его написал это заявление. Мама Артманфенут, я не клянусь, не хотел. Оно ничего для меня не значит. Все думают, что я какую-то жертву. Да нет, я не за звание это делаю.
Попробуйте мне дать сейчас народного артиста. Я вам об голову разобью этот диплом, потому что это будет неуважение к тем, кто годами жизнь отдал ради культуры нашей Осетии. Я годами оперу пел, романсы всех народов мира. Я не занимался осетинским творчеством. Я ничего не сделал для популяризации осетинской культуры. Только сейчас начал несколько лет назад это делать. И тогда я сказал, что я не заслуживаю, чтобы носить звание заслуженного артиста, потому что в республике есть много людей. Александр Коренюгин хотя бы. Спотыкался, поднимался, ты не раз, братан. Да, мы разные, я оперный певец, он эстрадный певец, но он больше сделал для меня. Мне стыдно быть заслуженным артистом Республики Северная Осетия, Алания перед Сашей. Вы понимаете? Мне стыдно. И поэтому, когда я отказывался от него, я ничего себя не лишал. Абсолютно. Но знаешь, что мне было приятно? Люди этого не понимают. Когда ты выходишь в Питере, один осетин на международном концерте, и в зале 4000 человек, и объявляют именно Республика Северная Осетия, Алания. И поэтому я сейчас своих друзей прошу, ничего не хочу, просто я хочу гражданином стать Южной Осетии. Мне говорят, почему? Я говорю, я хочу быть гражданином аланского государства. Я хочу представлять вот осетин. Это сейчас шутка? Это не шутка, абсолютно не шутка. Только чтобы звучать, да? Вот. Просто чтобы я выходил и все знали, что вот на сцену я вышел спеть, но зато все услышали, что у осетин есть свое аланское государство. С удовольствием. А глава Южной Осетии знает об этом? Да откуда я не знаком с ними ни с кем? Ну, Мне кажется, они были бы не против. Журналисты. Угу. Ты сказал, что переврут, переделают опять, как обычно, твою цитату. Не все. Не все, но вот кому-то ты даже BBC ты не доверился, да? Ты выкрикивал фразу «уберите журналистов на митинге»? Не журналистов, Да. а вот, допустим, вот я не знаком с этим человеком. Единственное, я пару раз прочел таких нелицеприятных комментариев о себе. Я просто задал вопрос, лично и написал. Я говорю, мы же с вами вроде бы не знакомы. Я ничего такого не сделал. Что вы мне такое пишете вообще? И поэтому это никак не связано. То, что у нее с головой какие-то там были, то, что он крикнул, уберите ее отсюда. Единственное, то, что я вот каких-то, я тоже крикнул, да, уберите ее. По поводу тогда твоей прогулки. Как ты считаешь, это выглядело как действительно какое-то такое единение? То есть это не выглядело как цирк? Просто многие, например, в соцсетях именно так это и называют. То есть есть просто знаешь, залитое как я тебе видео. скажу? Тот, кто видел все в соцсетях, пусть в соцсетях это и называет. Тот, кто там был и присутствовал, и кто это все чувствовал, сам на себе ощущал, тот думает по-другому. Если кто-то может сказать, что кто-то до этого дня, как мы, вышел, и кто-то заявил, что нам не нравится электроцинк, где они были раньше? В тех же соцсетях они и сидели, поверь мне. Мы были там непосредственно, мы это все чувствовали, для чего мы туда пришли, мы этого и добились. Даже больше, чем хотели. Даже больше, скажу тебе честно. Ты считаешь? Уверен в этом. Ну, это потому, что потом парламент проголосовал. А когда-нибудь он голосовал? Угу. Нет. Я, допустим, присутствовал в парламенте, я таких патриотов в жизни никогда не видел. Был бы не осетином, позавидовал бы в тот момент, что у нас такой парламентарий. Тогда еще один вопрос. Неправда, может, но мне приятно было на это смотреть, знаешь. Все в одном минутная едином радость? порыве. Ну да. Меня просто обмануть трудно, но радость была. На своей прогулке, опять же, когда уже тебя начали сопровождать друзья, знакомые, просто горожане, ты вышел и заявил, что не уйдешь отсюда, пока не закроют электроцинк. Да. Было такое прям громкое заявление. Да. Честно говоря, я присутствовала там, я прям... О! Я никого из вас призывать не имею права. Я лично здесь буду стоять до того момента, пока они не скажут, что он не заработает. Я тоже захотела остаться. Заметь, я до сих пор не уехал отсюда, он еще не закрыт. Я уже должен был быть с того вторника не в Осетии. Так, на секундочку, я до сих пор здесь. Да, но ты имел в виду, что ты с места этого не сойдешь, то есть с площади Свободы. Да. А почему ты все-таки спустя несколько часов
ушел? Во-первых, мы услышали то, что хотели услышать, а именно то, что сейчас все будут на нашей стороне, и тот, кого позвали, глава республики, он заявил, что если не добьемся того-то, 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 мамма дарфазурут, ждаршим махима рахивзнан. Было такое? Было. Все слышали. Все слышали. Если по этому вопросу какое-то конкретное решение не будут принимать, и народ, и та группа, которая соберется, не будет это видеть, мы снова выйдем вот сюда. Не надо мне позвонить, я с вами выйду сюда. Все. Там был один человек, Виталий Калоев. Это человек, который, допустим, мне и моим товарищам сказал одну фразу по поводу вот этого завода. До могилы, если надо будет дойти, я дойду. Я понимал, что те люди, которые должны были выйти и сказать что-то нам, для чего мы туда пришли, они по факту вышли и сказали то, что нам и надо было. Стоять дальше там, да, мы готовы были, каждый из нас, я думаю, нормальные люди, тем более те, кто меня знают, в этом ни на секунду не сомневались. Но смысл, когда именно на этой площади наше местонахождение, для чего именно я туда шел, а я же понимал, что я не только к электрооценку иду, я хотел вот сделать то, что я сделал. И все получилось, слава Богу. Мы добились этого и понимали, что теперь следующее, что нам нужно, лично я это понимал, следующий шаг, который надо сделать по отношению к этому заводу, этот шаг уже нужно делать не здесь и не на этой площади. То есть дальше я понимал, что сколько здесь стой, не стой, сейчас уже нам предложили вот такие варианты, теперь уже нам их предложили. Обалдеть, мы не одни. Обалдеть, вы с нами теперь. Обалдеть, а ну-ка давай, раньше ж такого не было. Я там же на площади оперативно, я же ничего в этом не понимаю. Я артист, я в этих вообще там как в темном лесу. Я сразу стал, думал, что нам предлагают. Я у людей сразу в площади стал спрашивать, что за парламент, что за голос, что это вообще такое. И когда мне сказали, что парламент еще никогда за это не голосовал и вообще рядом с народом рядом не становился в этом вопросе, у меня как-то отлегло, правда, вот честно, мне как-то вот стало как-то вот, я не знаю, как объяснить, не то, что приятно, там что-то вот приятное, да, случилось. Я тогда понял, что следующая цель, теперь вот эти процедуры, если эти процедуры не исполняются, наше место уже не на площади. Наше место уже около завода «Электроцинк», но со всем парламентом и с главой. Мы закроем этот завод. Ты веришь? Я? Да. Ты реально думаешь, что я не верю в то, что «Электроцинк» закроется? Да. Зря. В реальности. Понимаешь, сейчас мы публикуем и собираем очень много информации по этому поводу. Неисполнение соглашений трехсторонних, неисполнение судебных соглашений и так далее, и так далее. Сотрудники УГМК через 2 дня, уже на 2-й день после пожара, и стали заказывать ванны, которые сгорели у них. Ребята, мужики отказались от работы на более 50 миллионов рублей. Это уже был заказ от Электроцинка. На 2-й день уже после пожара. А эти ванны что, у нас изготавливают? Да, у них матрица есть, они им отказались изготавливать эти ванны. Это герои. Но извините меня, если одна ванна стоит почти 150 тысяч рублей, а их сгорело около 600. Электроцинк говорит, что у них ущерб не больше, около 500 там с чем, от 500 тысяч, знаешь, заниженный ущерб. Знаешь почему? Потому что реальный ущерб — это катастрофа реальная, как и говорил Калоев. И вы считаете, что после всего того, что я перечислил, этот завод будет здесь работать? Это же не первые их нарушения, не первые... Объясню тебе. До этого Электроцинк пытались закрыть люди, у которых большой капитал. И от того, что Электроцинк не закрывался, капитал этих людей только увеличивался. Теперь за Электроцинк взялись вот такие бедолаги, как мы, у которых этих капиталов нет. Нам просто тупо терять нечего, как им. Вот теперь ответь мне на вопрос. Если за Электроцинк взялись люди, которым терять нечего, он их реально убивает, он будет работать теперь? Сложный вопрос. Оставь вопросик в своей голове, Сложный давай вопрос. подождем чуть-чуть. Да.
Я считаю, что он просто обязан быть закрыт. После митинга глава поручил организовать комиссию по рассмотрению дальнейшей деятельности электроцинка. Ты входишь в эту комиссию, насколько мне известно. Уже прошло достаточно времени, чтобы комиссия показала какой-то результат. Есть результат? У той комиссии, именно вот глаз народа, да, вот что сделали, которая вот... У нас результат есть. Естественно, туда входит и Каев, министр строительства, Калоев Виталий, Инал Алборов, и очень много, я не боюсь забыть, много, просто много, да. Уже какая-то работа есть, но говорилось изначально о привлечении и зарубежных каких-то независимых экспертов, экологов и так далее. Работа идет, естественно, просто поймите, есть, вот и Каев сказал, опять Руслан, очень правильную вещь. Есть 3 способа закрыть электроцинк. Если хозяин решает закрыть завод, либо по суду. И 3-й вариант. Твой любимый? Не мой любимый. Ну да, мой любимый. Я ни за 1-й вариант, ни за 2-й вариант ничего не знаю. То есть не понимаю. Я лишь понимаю, что со всеми, раз мы в комиссии, все прекрасно, предложили пути, мы по ним идем. Но я никому не советую забывать про 3-й вариант. Глава Министерства природы Российской Да Федерации... я вообще комментировать это даже не хочу. А это надо. вообще, ну а что надо комментировать, когда министр экологии России выходит и качает вопросы за чей-то бизнес, за сколько кто миллиардов вносил? Ты вообще нормальный человек, ты министр экологии. Все объединились с требованием, а тут... Пожалуйста, ответ. Ну, я, насколько понимаю, этот завод, он практически городообразующий, да? То есть один из крупнейших, 1800 рабочих мест. По нашим, значит, по нашей линии Росприроднадзора я поднял специально. Особых замечаний к нему никогда не было. Все, что мы просили, требовали, он, безусловно, выполнял. Но это один из людей, во всяком случае, я знаю давно его по Уралу, который никогда не шел вразрез с интересами государства. Тебе Арсен Фадзаев, Арсен Сулейманович, он там Фадзаев, сказал, что это была катастрофа экологическая. Этот вышел и после этих слов сенатора целой республики, целого народа заявляет, что там бизнес и, наверное, был поджог. То, что люди отравились, он об этом даже не заикнулся. Если человек, который призван заботиться о нашей экологии, заботиться о чужих деньгах, да... Да. Вячеслав Зелимханович Битаров. Противоречивое отношение было у тебя к нему. Сначала одно, потом другое. Да. Сейчас у тебя есть какое-то конкретное отношение? Или как ты можешь сформулировать свое отношение? Никак. Не хочу даже никак формулировать. Ничего личного. Абсолютно честно. Не переверните никто. Ничего личного. Я скажу, знаешь как. Короля делает свита. Король может быть и очень хороший, но если свита у него плохая, королю больше никто верить не будет. Но если вы считаете, что после того, как человек приходит к кому-то и предлагает построить амфитеатр под открытым небом для привлечения миллионов туристов, создания культурного этнотуризма, чего нету аналогов в мире вообще нигде. Если человек приходит и говорит, что нужно сделать интернат одаренных детей, у нас очень много талантливых и бедных детей, из них они очень мега талантливых, нужно поддержать и так далее, все придумал, вот, нате. Сделать детский аланский лагерь, где дети вот напичкан лагерями на Иронским, чтобы там все, вот у меня до сих пор люди со всего мира звонят, где твой лагерь, я говорю, извините, нет, они, давай я своего к тебе пришлю на год, но они когда услышали, они не поверили. Предложил стать собирателем астинского народа по всему миру через культуру, как, чтобы мы поехали по всем диаспорам, которые есть, чтобы с каждого Кувандона сливались мушайна, кто к нам в Осетию, и на них делалось то, что делаю я вот уже 21 день. Всего лишь на 700 тысяч пока. Там миллионы рублей.
Вот это все я предложил, и она ржали просто все, не рассмеялся, дебилам скана, что он от нас хочет. Это все прошел. И когда вот эти думают люди, которые сейчас это, кстати, будут видеть, что когда я выходил из их кабинетов, я не знаю о том, что они про меня говорили, когда я выходил из их кабинетов, они тоже ошибаются. Понимаешь? И когда я по интернету, поверив, сказал, давайте встанем рядом, но я до сих пор говорю, я не говорил вставать рядом с Битаровым, я говорил встать рядом с должностью глава Республики Северная Осетия Алания, и до сих пор на этом стою. И я говорил им, вы не представляете, сколько я выслушал в свой адрес, когда призвал встать с вами рядом. Об этом знаю только я, сколько я съел и проглотил от людей. Но я съел и проглотил только с одной мысли, что сейчас мы сделаем то, что мы договаривались, и они все заткнутся. Мы делом покажем сейчас. А на меня перестали просто реагировать. И в момент, когда уже начинали репетиции, должны быть начинаться, смета должна быть готова. Оказывается, я узнал, что я должен был все сделать, сметы, все должен был сделать я. Кроме того, чтобы принести и сказать, вот пайда для нашей Родины, я еще помогу, оказывается, и реализовать должен был все. Я прекрасно себя чувствовал в Санкт-Петербурге, мне было хорошо. Поверь мне, лучше встать в обед, пойти на репетицию, вечером выступить, получить свои деньги и прийти домой лечь спать. Это просто. Это очень просто так жить. Чем заниматься вот этим всем. И когда людям говоришь, да я мечтаю вернуться на сцену, я мучаюсь каждый день от этого, но мне это не надо, мне это не интересно. Но раз ты стал, вот есть астинская фраза, «Шимда басетта», вот шимда кан. И нельзя выходить шимда, пока танец не закончится. А если ты в нем еще и солируешь, я как хореограф тебе говорю, ты можешь испортить весь танец. Ты обязан просто это делать, раз ты солируешь. Но так получилось, что я вот солирую. Так получилось, что ты выбрал эту таблетку. Эту таблетку я выбрал. Единственное, что мне дал Всевышний, и тебе, и любому из нас право выбора, я им воспользовался по своему усмотрению. Кто-то может себя пиарить, вот здесь сидеть и галочки, там красиво, там вот как, смотрите, как я вот в интернете, как я живу. Я выбрал другой путь. Я выбрал через это помогать людям. Если кто-то считает, что этим я пиарюсь как-то, этот пиар, мне, артисту, оперному певцу, нужен пиар, что он людям помогает, ну это ваше скудоумие, мне отвечать на это просто отвлекаться. Вы меня отвлекаете. Я вместо того, чтобы отвлекаться на вас, лучше кому-то реально помогу еще. А ты меня отвлечешь, и, помощи не получит. Тебе все равно, а я буду чувствовать свою вину, понимаешь? Вот и все. Я думаю, на этом закончим. Не отвлекайте Вадима Чельдиева.